Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. 22 ноября 1994 года был организован учредительный съезд Российского психологического общества, крупнейшей в России научной организации психологов. Чтобы увековечить эту важную дату, с 2000 года именно в этот день стали отмечать День психолога. Почему психологическая культура становится важной составляющей повседневной жизни, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Мария Самсонова, психолог отдела медико-психологического обеспечения, Управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, лейтенант внутренней службы. Мария Александровна, здравствуйте. Ну и начнем с самого начала. Как вы пришли в эту профессию? Мой путь был не быстрый. После окончания первого вуза в 2013 году я пришла работать в службу спасения к Находкину Николаю Александровичу, специалистом по связям с общественностью. Во время работы я поняла, что мне не хватает знаний, умений в общении с людьми, и приняла такое решение поступить на второе высшее образование, на психолога. После окончания перевелась там же в службе спасения на должность психолога и впоследствии уже перешла в МЧС. А что вообще послужило толчком стать психологом? Наверное, общение с людьми. Я очень сильно люблю людей. И хочется нормально, конструктивно общаться. Я думаю, что это. Ну и о том, почему же вы все-таки перешли в МЧС? Во-первых, с детства я очень хотела носить форму, мне всегда очень нравилось, как это выглядит. А во-вторых, служба спасения во мне воспитала любовь к данной специфике, то есть к экстренной психологии. И я всегда хотела помогать людям, дарить улыбку, приносить пользу, чем мы в МЧС и занимаемся. То есть мы 24/7, если случаются серьезные происшествия, выезжаем на выезды, оказываем экстренную психологическую помощь, чем очень помогаем, так скажем, в работе пожарных, спасателей, проводим коррекционные мероприятия, тренинги, личностные встречи, то есть с личным составом работаем много. Вот вы упомянули, что такое коррекционные мероприятия? Коррекционные мероприятия — это психологическое воздействие на личность с целью дальнейшего конструктивного развития и функционирования. И как это используется в работе? Во-первых, что стоит отметить, мы раз в 2 года с каждым сотрудником проводим мониторинговое психологическое обследование, по результатам которого выявляются 3 группы. И вот с этими людьми мы проводим профилактические лекции и коррекционные мероприятия. То есть у нас у каждого отряда есть комнаты разгрузки, куда приходят сотрудники наши, и мы с помощью специализированного оборудования, допустим, таких как массажное кресло или там Boss Reaccord, это тоже нужно углубляться в эту специфику, работаем, допустим, над памятью, улучшаем показатели наших сотрудников. А есть ли какие-нибудь исследования, как это отражается на личном составе? У нас ведется статистика. Что вы делаете как психолог для предотвращения негативных последствий? У нас отводится 8 часов в год с каждым караулом, с которым мы проводим занятия по психологии. То есть, вот, допустим, мой 5-й отряд — это отряд, который работает в городе Якутске. У него 6 частей. В каждой части 4 караула, и в общей сложности на данные занятия у нас отводится около 200 часов. Мы там разбираем как раз-таки такие темы, как стресс, конфликты, проводим тренинги, даже медитируем с ребятами, иногда даже играем. И вот говоря об этом, на ваш взгляд, как в современном обществе должна развиваться психологическая служба? Тяжелый вопрос, потому что психология — это
достаточно молодая наука, но и у нас сейчас в нашем мире все связано очень с интернетом, соответственно, и психология идет в ногу со временем. Появилось вот после 2020 года, во время ковида и после, да, появилось очень много курсов, тренингов, и в связи с этим иногда это бывает не в пользу людей. Хочется, чтобы появилась какая-то база общедоступная для населения, где будут списки профессиональных психологов, чтобы люди знали, куда можно обратиться за помощью в той или иной степени, чтобы было в этих базах прописана именно квалификация каждого психолога, потому что психология, она тоже очень обширна. Допустим, вот у нас в МЧСе это экстренная психология по большей степени. То есть, что это значит? Мы оказываем помощь на ЧС при острых стрессовых реакциях людей. Да? Не каждый психолог это может. Ну вот вы рассказали о работе с личным составом для психологической разгрузки. А есть ли у вас какие-то личные методики, как справиться со стрессом? Я очень люблю арт-терапию. Я это активно использую среди ребят, то есть мы рисуем. Ребята очень любят медитировать. Мне даже бывает, что я прихожу, и мне ребята говорят: а мы сегодня помедитируем? Мы много общаемся, разговариваем, прорабатываем те ситуации, которые у них были, то есть на живом опыте, на живом примере, что происходит. И вот вы рассказали о том, как люди ведут себя на чрезвычайных ситуациях. Вы выезжаете туда и днем, и ночью. Как ваши близкие на это реагируют? Мои близкие привыкли, они меня поддерживают. Днем они не очень, так скажем, замечают то, что мамы нету, а вот ночью у меня дети спрашивают после ночных выездов, что кому я оказала помощь, что произошло, мы с ними проговариваем, мы очень много разговариваем с ними о том, что можно делать, что нельзя делать, как быть в том или ином случае. То есть мы очень много разговариваем в семье. Ну и вот как ваша профессия влияет на вашу жизнь? Помогают ли ваши знания в воспитании детей и используете ли вы их? Ну, психологи — обычные люди на самом-то деле. Такая же обычная жизнь, бывают тяжелые ситуации, и подростковый возраст, кризисы никто не отменял, поэтому я реалист, мы живем здесь и сейчас, прорабатываем все это, тоже проговариваем. У нас в семье даже есть традиция, называется семейные обнимашки. То есть, если у детей возникают, допустим, какие-то трудности, вопросы, я говорю: так, девочки, семейные обнимашки, мы обнимаемся, у нас поднимается настроение, и знание теории, оно помогает, но мы люди, такие же люди, как и все. И вот расскажите немного о специфике вашей работы. Мы сказали о том, что вы выезжаете на места чрезвычайных ситуаций. Как люди себя ведут, попавшие в подобную ситуацию? Реакции абсолютно разные. То есть это есть и агрессивные, и истерики бывают. Честно говоря, вот, допустим, в моей практике апатии, там, ступоры случались редко. Чаще истерики и агрессии — это самые тяжелые реакции, которые бывают. Почему? Потому что они переходят на других людей, то есть на окружение, могут причинить вред другим. Помогает очень теория, которая есть, ну и опыт. Опыт никто не отменял. Много разных реакций. Все мы люди, все мы разные, все мы индивидуальные. И абсолютно каждая реакция, которая у нас происходит во время ЧС, это нормальная реакция нашего организма. Ну и вот, допустим, такую ситуацию, что на месте чрезвычайного происшествия психолог еще не появился. И может ли человек, который отреагировал более адекватно, как-то помочь? Конечно. Что для этого нужно? Что нужно? Да, даже особых знаний-то и не нужно. Главное — желание помочь. Но не забывать о том, что самый главный принцип в психологии и в экстренной психологии в том числе — это принцип «не навреди». То есть если ты не готов помочь, очень-очень сильно хочешь, но понимаешь, что ты можешь не справиться, лучше туда не лезть. Вот. Так, допустим, мы когда приезжаем на происшествие, пожарные выдыхают, потому что до нашего приезда вся вот агрессия, которая скапливается у населения, это, конечно, все идет в их сторону. Поэтому...
И вот как пожарные справляются, как вы помогаете пожарным справляться вот с этим грузом? Ну, у нас вот занятия, профилактические лекции, они к нам приходят. Бывали случаи, когда мне там звонили ребята вечерами, ночью там не было такого, да, но вечерами. Иногда просто хочется поговорить, и это тоже нормально. Я очень благодарна ребятам, которые, то есть я пришла в свой там 5-й отряд, да, и они меня все абсолютно очень тепло встретили, а в некоторых частях даже называют: «О, наше солнышко пришло», такое тоже бывает, и доверительные отношения, то есть ребята обращаются, если что-то вот у них неладное происходит. Ну вот мы сказали, что обращаются личный состав, а на месте чрезвычайных происшествий вы сказали, у людей бывает апатия, бывает агрессия, а бывают ли такие люди, которые обращаются сами, и с какими просьбами они могут обратиться? Мы не работаем с населением, так что вот к нам обратились. Есть центр семьи и молодежи, которые активно работают с населением. У них есть горячая линия, куда звонят люди. То есть у нас наша специфика именно в МЧС, психологов МЧС, она более узкая. У нас экстренная психология именно во время ЧС. То есть мы сопровождаем, допустим, прощание, похороны, если кто-то ушел во время чрезвычайных ситуаций. То есть она более другая, нежели помощь при обычном стрессе, который вот у нас повсеместно везде происходит. У нас экстренная психология непосредственно. И вот я об этом и говорю, что вот на месте ЧП подходят ли люди сами к вам, которые пострадали? Да, вот, да, конечно, безусловно. С какими они могут подойти? Чаще всего подходят люди, которым нужно выговориться и которых бы хотелось, чтобы их выслушали. Это люди с реакцией «плач» называется. В таких случаях их стоит просто поддержать, выслушать и дать себе там водичку попить. Реакция, вообще эта реакция плача, она самая лучшая. При этой реакции выходит весь стресс, который человек именно в данной ситуации испытал. То есть даже остальные реакции, которые агрессия, там, истерика, мы стараемся все эти реакции перевести на плач. Что ж, Мария Александровна, спасибо вам, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.